Российский боксер из Чеченской Республики, наш земляк Бахрам Муртазалиев завоевал вакантный титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии Международной боксерской федерации IBF, победив Джека Кулкая техническим нокаутом в 11-м раунде. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья, это программа «Актуальная тема» на телеканале «Война». И встречайте, сегодня в программе «Актуальная тема» на телеканале «Война» чемпион мира по версии IBF, не знающий поражений, из селения Агишты, Чеченская Республика, Бахрам Муртазалиев. Вот так и хочется, как на ринге, его представить, но формат нашего телевидения этого не позволяет. А так хочется. Но я надеюсь, что когда-нибудь я в ринге, на арене буду представлять нашего чемпиона и объявлю: чемпион мира, абсолютно чемпион мира из Чеченской Республики Бахрам Муртазалиев. Машойло, мы рады видеть вас сегодня здесь, в студии программы «Актуальная тема» на телеканале «Война». Я долго ждал этой нашей программы, этого нашего разговора. Мы с вами договорились 1,5 года назад, когда вы были еще претендентом, что после того, как вы станете чемпионом мира, вы придете сюда, в эту студию с поясом. И это свершилось. Пояс в студии, программа «Актуальная тема» на телеканале «Война». Чемпион мира по версии IBF Бахрам Муртазалиев в студии программы «Актуальная тема» на телеканале «Война». Поздравляю с победой над Джеком Кулкаем. Это во-первых. Во-вторых, что чувствует чемпион сегодня, после чемпионского боя? Когда вы осознали, давай на «ты», да, когда ты осознал, что ты действительно чемпион, что ты действительно победил и что ты действительно чемпион? В ринге после боя, когда подняли руку, или когда ты уже ушел с ринга? Да, если честно, люди могут подумать, что я лукавлю, но таких каких-то особых ощущений даже до сих пор нету. Но выиграл очередной бой, завоевал титул, алхамдулилlah, но таких каких-то необычных ощущений нету. Вот у меня есть, я сегодня очень сильно волнуюсь, это заметно, но действительно, чеченец, второй чеченец, чемпион мира, здесь в студии, на телеканале «Война». У меня есть эти чувства. Я горд тем, что мой соплеменник, мой земляк стал чемпионом мира по версии IBF. Спасибо. Вот спасибо вам за это. Бахрам, скажи, а как проходила подготовка к бою? Вот приехал в лагерь и просто занимался, да, там мешок бил, спарринг, бои. Как все это проходила подготовка? Ну, на самом деле, чуть история подлиннее, чем просто приехал, побил грушу, лапы. Мы поехали еще в мае прошлого года в Штаты, и у нас должен был промежуточный бой быть вообще в сентябре. Потом этот бой перенесли на октябрь, потом сказали, что в декабре будет бой, потом в январе Чарльз захотел обратно драться, вернуться после боя с Канело в этот вес. С тобой захотел? Да. До сих пор не хотел, 2-3 года бегал, а тут захотел? Ну, типа. И потом, когда остался последний день торгов, где уже должно было точно объявляться, что бой будет, он в последний день отказался от пояса. И после того, как он отказался от пояса, назначили следующего в рейтинге, это второго номера, это был Джек Кулкай. И начали переговоры. И переговоры должны были быть, что бой должен был состояться не позднее, чем 9 марта. Это получается до Рамадана. Вроде бы как бы устные договоренности были такие, но после того, как немецкая компания выиграла промоутерские торги, она сделала бой 6 апреля, самый под конец Рамадана, это был 27-й день поста был, и готовились, как говорится, в Рамадан, ночью тренировались, утром спали. Ночью тренировались, утром
спали. Да, ну, днем спали. Кстати говоря, о спарринг-партнерах. Скажи, достаточно ли для тебя там были сильные спарринг-партнеры? Да, спарринг-партнеры были очень хорошие. Был два олимпийца были. Один был с России, это Петр Хомуков, он есть такой, знаю. трехкратный чемпион России, вроде чемпион Европы, участник. Да, я его анонсировал в ринге. Да, вот он один из спарринг-партнеров был, другой был американец, тоже олимпиец, ну, очень хороший профессиональный боксер. Он за титул чемпиона мира дрался с кубинцем Александром Ларой. И еще были 2-3 там аргентинца, мексиканца и один кореец. Ну, 5 спарринг-партнеров было, и все 5 были очень крепкие ребята. И что, ну, им отдельная благодарность за то, что они готовы были приходить в 9 вечера и спарринговать со мной. Они приходили вечером? Да, они, ну... Днем мы спали? Да, в 7 часов мы открывали пост и в 9 шли на тренировку. Они готовы были вам помочь, помогали, приезжали в ночное время, тренировались. Хомукова я знаю, лично знаю, это очень сильный боксер, чемпион Европы по боксу. Он тоже приходил. Вот какие отношения у вас были? Да, хорошие, дружеские, рабочие отношения. Они все Не было такого, я тебя готовлю к чемпионскому бою, а я спарринг-партнер там? Нет, ну, они же все профессионалы, они же все, ну, я у кого-то, например, у Ковалева, у Гвоздика был спарринг-партнером в свое время, когда они готовились на свои большие бои. Сейчас, ну, мне нужна была помощь, и ребята приходили и помогали, и не было там никакой накаленной... Его величество бокс, этим сказано. 100%. Все. Багран, смотри, ты согласился драться в неудобное время для себя, на исходе священного месяца Рамадан. Ты знал, что противником твоим должен стать матерый, я подчеркиваю, матерый Джек Кулькай, экс-чемпион мира с рекордом 33 победы, из них 14 нокаутом, который провел с полдюжины топовых боев. Ну что я тебе говорю, ты сам знаешь об этом лучше меня. Ты весь месяц держал пост, но от боя не отказался. Но ты же мог отказаться? Ну, я бы мог отказаться, просто если бы Но ты пошел на риск. Да, если бы я отказался бы, то потом мы бы не знали бы, как продолжилась бы дальше профессиональная карьера. А тот бой, которого я ждал 4 года, он, в принципе, вот тут лежит, приди и возьми. И поэтому мы положились на Всевышнего, как мы это делаем всегда, и просто создавали причину. И даже на пресс-конференции, когда они спросили, типа, ну, как ты думаешь, типа, кто выиграет? Я говорю, выиграет тот, кому суждено. Говорю, все уже предписано. И они от моих слов так удивлены были, что мне как-то я халатно отвечал на их вопросы, что потому так что... холодно так. Да, но Кулькай, типа, я там сделаю все, чтобы выиграть, то все. Но я говорю, он может хоть что сделать. Я тоже создал все причины, которые я мог, но остальное все на Всевышнем, и поэтому... Они ожидали такого трэша, да, что ты там скажешь, выскажешься, да, принципе... насчет Джека, как обычно это делается, на шоу. А ты так спокойно, прохладно. Да, в итоге в день боя они были очень удивлены исходом, потому что, как я им сказал, что вы заставили меня драться во время Рамадана, вы бы еще бы руки, ноги бы мне завязали бы и выпустили меня на ринг. И мне интересно будет, что вы скажете в свое оправдание после боя. И что сказали после боя? Ну, я не знаю, что они сказали, мне это уже не интересно было, но кто-то говорит, что типа их руководитель, кто вообще организовал это, сказали, что это был Lucky Punch. Lucky Punch, я говорю, я в 11-м раунде нанес 136 ударов. Какой интересный из них был Lucky Punch? Lucky Punch это же один удар выброшенный случайно. Об этом поговорим чуть позже, а пока я хочу у тебя спросить, вот скажи мне, насколько тяжело было драться с соперником? Я почему спрашиваю? Я видел этот бой. Я видел, что плотности в бою было выше крыши. Сначала даже очень было заметно твое преимущество, твоя скорость. Ты брал скоростью, наносил удары. Потом где-то к середине, ближе к середине, в середине поединка,
немец просыпается и тоже начинает на тебя наседать, старается перехватить инициативу. И тут ты снова взрываешься и доводишь этот бой до победы, до нокаута. Это была твоя тактика на бой? Или ты почувствовал, что ты можешь проиграть, что ты можешь упустить победу? Ну, особо такой тактики не было, переждать. В начале боя, да, там, когда мы только начали первые 4-5 раундов, я чувствовал себя хорошо, потом, скорее всего, чуть организм начал подсаживаться, и, ну, пришлось взять паузу там в 3-4 раунда, чтобы я знал, что я забрал начало боя, ну, там, условно, первые там 4-5 раундов. И я, ну, понимал, что мне надо потом будет забрать последние 3-4 раунда, чтобы вопросов точно ни у кого не было. И, ну, и потом, условно, там, после 9-го раунда открылось второе дыхание, и уже я понимал, что 10, 11, 12 раунд, что я по-любому должен забирать. Ты уже был спокоен? Да, и в 11-м раунде просто подвернулся момент, что он пропустил сильный левый боковой, и уже я подумал, надо, ну, у меня силы были, там осталось всего лишь 1,5 раунда, надо уже выложиться по полной, чтобы потом не было никаких сомнений, там, потому что я дрался дома у него, можно сказать, на заднем дворе, и еще в первом раунде был такой момент, что был чистый нокдаун, судья просто его поднял, вытер ему перчатки. Я хотел об этом спросить. Вытер ему перчатки, и мы продолжили, и после этого он там бил локтем меня, бил ниже пояса, но было много запрещенных ударов, но судья никак на это не реагировал. И я понимал, что если они тут так чудачат, то на карточке судей они могут хоть что сделать. Ну, хотя надо отдать должное, на момент остановки боя двое судей давали мне победу. Я смотрел, опять же, повторяюсь, этот бой, иногда я за голову хватался. Вот честно говорю, в течение всех этих 11 раундов я иногда за голову хватался и на телевизор не смотрел. А потом так посмотришь, Бахрам начал опять накручивать, и опять успокаивался, опять начинал болеть уже. Ух, как я болел. Смотри, твой бой с немецким боксером отличается исключительной зрелищностью и завершился рубкой в 11-м раунде, которая вылилась в нокаут для немецкого боксера, для Кулькая. Вот скажи мне, ты был готов на все эти 11 раундов? Ты уже чувствовал, что ты можешь финишировать бой? Ну, что именно финишировать, я об этом не думал. Я просто выходил, чтобы забрать последний 10, 11, 12 раунд, чтобы не было, ну, я хотел забрать максимально явно. То есть ты не вел к 11-му раунду? Нет, вообще не вел. Я хотел просто максимально явно выиграть последние 3-4 раунда, чтобы у судей точно не было никаких вопросов. Ну, желательно с нокдаунами, конечно, но такого, что там я чувствовал, что он там сейчас вот-вот упадет, ну, если не считать 11-й раунд. По ходу 11-го раунда уже было видно, что он на волевых держится, что надо чуть-чуть поднажать. А так, во время этого, ну, перед выходом на 11-й раунд я об этом не думал. Я просто хотел явно выиграть раунды оставшиеся. Чтобы не дать шанса Да. ни ему, ни судьям? Да. Я прав? Да, да. Смотри, опять же, Кулькай, который позже признавался после боя, что чувствовал, что он отстает, решил рискнуть под занавес 11-го раунда. Достав тебя левой, попытался добавить правый сбоку. И очутился в ловушке, которую устроил Бахрам Муртазалиев, где поймал немца классическим левым хуком, а через мгновение добавил правым хуком и уронил его на канвас. Нокаут. Ты просчитал Кулькая? Ты знал, что он постарается достать тебя тем правым боковым ударом? Ну, я не знаю, правым или левым он хотел достать, но в бою же это же все рефлекторно, потому что на тренировке мы часами отрабатываем одну комбинацию, другую комбинацию, но он был чуть ниже ростом, и мы знали, что он кидается этой правой,
и во время этого момента он очень сильно проваливается. Если вовремя его встретить, именно левым боковым или навстречу правым все-таки подготовка домашняя была. Да, конечно, конечно. Тренер, я-то особо не смотрел его ни бои, ничего, потому что у меня мнение такое, что соперник делает то, что только что ты ему позволишь. А мой тренер, конечно, и смотрел его последние там 5-6 боев, как он говорил, и это все дело было его. Он давал задание под этого соперника. И у него, огрехи были в этом правом прямом, потому что он в него вкладывается, но очень сильно проваливается, именно если не попадает. Но это была домашняя заготовка, это было видно, это было красиво сделано. Я почему говорю? Потому что я видел этот бой, и поэтому я спрашиваю, не была это какая-то заготовка, не было ли это просчитано, что Кулькай пойдет на это? В первом раунде... Ожидалось? В первом раунде практически точно такой же идентичный эпизод. Вот, да, я согласен с этим. Когда он упал, просто судья ему не отчитал. Примерно такой же момент был. И тут ты его поймал в хорошую ловушку. А ты знаешь, что по мнению, например, FightNews.com, ваш бой должен войти в шорт-лист претендентов на самый зрелищный поединок года? Я не читал, не слышал, вот не знаю. Я тебе говорю такую новость. Будем надеяться, что он будет первым и лучшим боем. Будем ждать и надеяться. Ты чемпион мира. Бахрам Муртазалиев. Из селения Агишты, Чеченская республика, Россия. Что дальше? Кто на очереди? Я почему спрашиваю? Смотри. Пояса Всемирного боксерского совета WBC и Всемирной боксерской организации WBO принадлежат американцу Себастьяну Фундоре, который победил австралийца Тима Цзю. Это сын известного нашего боксера Константина Цзю. А пояс Всемирной боксерской ассоциации WBA принадлежит узбекскому бойцу Исраилу Мадримову, взявшего верх над россиянином Магомедом Курбановым. Кто на новенького из них? Кто следующий? Если спросить меня, это пусть будет боец, у которого 2 пояса. Это Себастьян Фундора. Так это будет американец? Да, он выступает в Америке. Мне очень удобно боксировать в Америке. Я потому что там провожу весь свой тренировочный лагерь. Это очень хороший бой. Это очень хороший бой, если они согласятся. Посмотрим, пока что идут переговоры. Я слышал, что он тоже хочет вернуться в сентябре-октябре. Как раз я тоже раньше сентября-октября не буду драться. Поэтому было бы очень хорошо с ним бой провести. Ваша команда предложила или вам предложили бой? Пока или это на стадии пока еще проекта? Да, пока что только переговоры. Пока переговоры, есть разные предложения. Не хочу я их озвучивать сейчас, но есть 2-3 интересных имени, из которых нам придется выбрать и подраться. В приоритете для меня, конечно, Фундоро, потому что у него 2 пояса. И, конечно, с моим бывшим другом тоже можно было бы подраться, который оставил пояс с Джермелом Чарло, потому что мы уже... Все-таки ты не оставил надежду с ним встретиться. Я думаю, было бы неплохо. Это за то, что он 3 года от тебя бегал? Нет, просто было бы интересно закончить историю, потому что в нашем весе он никому не проиграл. Имеется в виду, он пояса же не проиграл, он просто их оставил вакантными. Да, он просто сложил. Да. И, я, например, считаю его сильнейшим бойцом нашего дивизиона, потому что он собрал все пояса, его никто не выиграл. Поэтому, кто бы что ни говорил, там, у меня 1 пояс, там, у Фундоры другой пояс, у Мадримова, там, 4-й пояс. Я считаю Джермела Чарло пока что самым сильным бойцом нашего веса, потому что он никому не проигрывал. Все вакантные пояса разыграны? Разыграны, да, но с ним Теперь остается что? Отнимать пояса, скажем так, друг у друга. Нет, я говорю, приоритет это Фундора, потому что у него 2 пояса. Я понял. И если бы с ним не получилось бы, то с Чарло было бы хорошо подраться. И, если он вернется в этот вес, конечно. Я надеюсь, мы будем знать, что, когда, как и с кем. Да, конечно. Я думаю, в ближайший месяц-полтора уже, может быть, официально объявят. И тут, как говорится, вдогонку, я очень надеюсь, что после того, как ты завоюешь 2 пояса, победив американца, ты опять придешь с этими поясами сюда, в эту студию. Да. Программа «Актуальная тема».
на телеканал «Войнах» ко мне в гости. Опять расскажешь, как все это происходило. А четвертый, абсолютный, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Четвертый, вот не думаешь об этом? Я просто не люблю загадывать наперед. А мы не загадываем, мы просто разговариваем. Вот. Конечно, я думаю, у любого боксера, который в профессиональный спорт перешел и который завоевал хотя бы один пояс, конечно, у него должны быть амбиции объединить все 4 пояса. Потому что пока ты не объединишь все 4 пояса, ты не можешь считаться лучшим бойцом дивизиона. А у нас есть такие планы? Как по мне. Да, конечно, если, почему бы нет, смотря сколько это затянется, потому что... Ну, тебе 31 год, время еще есть. Я могу и в другую весовую перейти, на вторую весовую категорию. Да, ты боксируешь еще в одной весовой категории. Да. Напомни, в какой нашим телезрителям? Да, средний вес это 72 500 получается. Так ты можешь остаться в каком весе? Ну, и в этом, и в том, но пока Или что... ты будешь и там, и здесь? Нет, и там, и здесь не буду. Если тут у меня закончатся дела в 70 килограмм, то я буду переходить на 72 500. А может получиться так, что ты в обоих весах будешь чемпионом? Ну, просто если ты перешел в другой вес, потом возвращаться в свой, это, ну, ты набираешь больше мышечной массы. Это тяжело, да, я понимаю, это тяжело. И есть много в мировом боксе историй, которые поднимались в весе и потом спускались и проигрывали бойцам, которым они не должны были проигрывать. Просто из-за того, что они там перегоняли вес, нехорошо восстановились. Поэтому посмотреть, что тут нас ждет в ближайший там, год-полтора, а потом уже можно было бы и переходить. Ну, я так думаю, потому что в 72 500 я провел где-то 10-12 боев и все выиграл досрочно. Именно в этом весе у меня нормально все шло. Там. Что для тебя есть самое трудное в твоей карьере? Самое трудное, наверное, скорее всего, это ожидание, потому что этого боя я ждал 4 года, и свой крайний бой провел между крайними и вот этим боем. У меня был перерыв 16 месяцев. Самое трудное – это ожидание. Потому что если бы спросить меня, я бы дрался бы хотя бы 2 раза в год, и чтобы не было таких простоев. 2 раза в год ты к этому готов? Да, конечно. 2 боя в год? 2 боя в год – это идеально. Это идеально? Да. Это... Не больше, не меньше? Ну да, меньше это мало, больше это много, потому что когда начинается месяц Рамадан, все равно перед месяцем и после месяца Рамадан, ну 3 месяца условно, ну, что ты не можешь боксировать, если тебе прям впритык перед Рамаданом бой не сделают. Поэтому 2 боя – это идеально. Смотри, Бахрам, ты накопил отличный послужной список. У тебя отличный рекорд, как говорим мы, да? Спортсмены, боксеры, состоящий из выигрышей, которых уже 22. Из которых 16 нокаутов и 0 поражений. Как отмечают эксперты, ты демонстрируешь сбалансированный бокс, где есть и талант, ум, а также есть место и жестокости, и тонкости, и фантазии. Ты сейчас первый в рейтинге. Ты добился, чего хотел. Тебе 31 год. Немного 31 год? Ну, нашему земляку 39, и он... Это Артуру Бетербию. Да, и он на своем очень сильном пике находится. Поэтому я думаю, 31 это только начало. И сколько мы рассчитываем продержаться в ринге? Ну, я так не загадываю, но в ближайшие 2-3 года я бы хотел побоксировать еще. Боев 5-6 провести точно. И остаться непобежденным. Это возможно? Если будет на то воля Всевышнего, конечно, возможно. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Я очень рад, опять же говорю, очень рад, что ты был сегодня у нас в гостях на телеканале «Войнах». Прими поздравления от меня лично, от нашей телерадиокомпании «Войнах» с победой, завоеванием титула чемпиона мира по версии IBF. Это было приятно. Понимаешь? Твой земляк из Чеченской Республики, чеченец, чемпион мира в профессиональном боксе по версии IBF. Один из 4 самых значимых поясов для всех боксеров мира. Спасибо тебе.
Ну, вот за этот спасибо. подарок всему чеченскому народу и всей России. За приглашение. Удачи. Мы с тобой договорились, что опять после чемпионского боя, который будет скоро, я в это верю, и я верю, что ты победишь, ты опять в этой студии. Договорились? Иншаллах, конечно. Только Спасибо. с радостью. Спасибо, что пришел, ответил на наши вопросы, высказал свое мнение. Удачи тебе, чемпион. Баракаллах. Вот так вот, дорогие друзья. Чемпион мира по версии IBF. Наш земляк из селения Агишты, Чеченская республика, Российская Федерация. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И российский боксер, чемпион мира по версии IBF Бахрам Муртазалиев. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.